Цікавыя змены ў прыродзе пачынаюцца ў сакавіку. І не дзіўна. Сакавік такі месяц, калі пачынаюць іграць сокі жыцця. Каварны месяц. З канца сакавіка і пачнём. Позні вечар. Сярпок месяца асвятляе край сяла. Сілуэтамі узвышаюцца стагі сена. Недзе паблізу калгасная ферма. Адтуль зрэдку чуецца, як мыкаюць каровы. За стагамі ледзь віднеецца багатае сяло. Хаты свецяцца квадрацікамі вокнаў. Колькасць гэтых квадрацікаў з кожнай хвілінай памяншаецца. Людзі кладуцца спаць. Каля стагоў вартаўнік Максім. Невялікага росту, рухавы дзядок, гадоў пад 60. Позбіцца сёлета вясна. Мара сканчаецца, а снег з поля не сагнала. Максім заўважыў некага. Прысеў, прыгледзеўся, потым адышоў пад стог, схаваўся ў цяні. Паяўляюцца двое. Месячак свеціць вельмі скупа, і таму цяжка разглядзець гэтых людзей. Але што яны маладыя, можна лёгка дагадацца. Люба моя каханая, глянь, якія зорачкі на небе, які месяц. Не палохайся, гэта мой стары, хай прывыкае. Усё роўна мы заўтра пойдзем у ЗАГС. Ты ж замуж не перадумаеш? Не. З кім гэта ты пойдзеш у ЗАГС? Заўтра даведаешся. Ці так же прыстойныя людзі женяцца, барбосты гэтакі. А ну покажи, которая она. Была, да уся вылетела. Бач ты, Капорска. Кто она? Самая хорошая. Хорошая. Глянь, ты прибирай хомут помет. Я не конь. Да уже не жалекшик. Пойду. Иди. Хоть бы для прилику с батьком порадишь. Ті я тобі уже так просто, не пиши гаврику. І з дід батьком, ти з маткою поговорити треба було. Весілля співати будеш? Ті там, як певень жився. Кольки курі на дворі, всі мої. Завтра у сваты пойдем. Гляди, Михаил, тебе люди с серьезным человеком лечат. Мне 27 годов. Я посокоточу, что тебе будут включать депутату в России. Батька, что я попрошу? Ну, понаглядай за фермой. Там сегодня ракета оцелилась, двойник привела. Коли что, ты позовешь меня. Двухступенчатая, значит. Ракета? Коля, чего же надо тебе шукать? Коля, буду недалеко от своей. Марцовыку. Вот пошла теперь молодежь. Что хочу, то и ворочу. Ну, правда мой, не промах, не дурень. Яще нехто. Один, ці знов двоє. Ну, правда, весна. Заіграли соки життя, як кажуть, комари і півпар. Максим хаваецца пад стог. Паяўляецца чалавек. Ён палахліва азірнуўся, прыслухаўся, а потым разаслаў посцілку і пачаў скубці з-пад стога сена і класці ў посцілку. Каб не пакінуць знаку, ён стараецца скубці з розных бакоў. І калі чалавек нацягаў ахапак сена у посцілку і зайшоў за другі бок стога, каб насмыкаць яшчэ, Максим адступіў на гэты бок стога. Ну и что загадаете робить? Ну же я не подучу. Максим пастаяў і раптам надумаўся. Ён бярэ з посцілкі сена, сам кладзецца на посцілку і прыкрываецца сенам. За стола выходзіць чалавек. Кладзе наверх яшчэ сена.
бярэ за рагі посцілку, звязвае вузел і хоча падхапіць на плячо. Але сілы на такі груз, відаць, малавата. Чалавек здзівіўся, яшчэ раз паспрабаваў, аднак таксама малавата. Сам паваліўся. З посцілкі пачулася, як крактануў і вылаяўся Максім. Ты еще! Стой! Большой, стой! Ух. Зловище какое. Чему ехал так? Не бы мы представили реактивный руховик. Брешешь, анархия. Ну, я теперь все-таки знаю дупа этой полосу полоску. Что за шум? Кто тут кричав? Да тут, товарищ старшиня, агрессор. Які агресор? Сенушку. Во, бачишь, трофей. Не догнав? Где-то драпанув з космічною хуткостью. Шкода. Але я йому вже без страха нагнав. Певно, спірабуду заїкатися буде. А що? Ще у священному писанні написано: не укради. А и он у нас не по священному писанию живет. Признаться по шерсти. Собачья у меня посада. Але и без яе покуль что нет. Вось, вельми заведется новое село. Одна такая же. А вот то никого треба чоловік 5-6. От сено подобав. Завтра ему яблук захочется. Стало того пуста. Будана вартовников. А потім заграти його очі на огурки. Стало того пугла в огороді. А потім потягне його куральник. Ось. Ён один, а для його треба цілу звати вартовников. А ты постарайся знайти это. Може он у нас опошнув. Ну, я завтра усё село буду раненько. Найду його. Сам не признается, так сусіди подкажуть, поки ти постать цю полоску. Прийшла раніця, ясна, сонячна, веснова. Починався звичайний вихідний день, а у Лявоновій хаті прибрано, як перед святом, чисто, утульно, світло. По всім видать, що вчора тут походили дівочі руки. Певно, чекала Лявонова дочка. Певно, ведала, що сьогодні прийдуть у хату свати. І постаралася. Не хата, а теремок. Тільки нечто господар тяжко вздихає. Ляжить Лявон на печі і тяжко-тяжко вздихає. Навіть шкода його. Прийшла до хати Лявонова жонка, Лушка. І вона тільки що вернулася з фірми, де удоста напрацювалася, розпранулася і присіла на хвилинку відпочити. Ты, Лушка? Я. И чего только не придумали люди, и спутники, и всякую автоматику. А кто поплечь за скорой вами хатную работу, ни у кого не говорить. А добро было, пришла, натиснула кнопку и снедание готово, посуда вымыта, хату подметена. А ты чего так вздыхаешь? Может, захворел? Что ты еще не всю ночь кухнул. Может, захворел, кажу, чуешь ты? Живот обсушен. Съел что не свежее, типа поднял нечто тяжкое. Ай, Лявонка, як же ты ничего захворел? Да не захворел я, не бойся. Ну, то худенько спускайся с печи, я тебе нечто такое скажу. Глупство скажешь. Нет, не глупство. Я сама не ведала, чи радоваться этому, чи плакать. Ты не здогадався, чому ти Соня наша так старалася вчора, прибирала у хаті. І мені не до всяк було, а я на гостей чекаю. Яких гостей? Сватов. Яких сватов? Я ж ведал, что глупство скажешь. Ты знаешь, что я так спешу, я только что кость огну. Закинула оглобли на шесток и ляжешь, а тут люди грынуть у хату. Да не кричи, зла же. Да пронися по-людски, а то ссору у меня берешься. Где ты опустил по полоску, что в порозе лежала? На Не дворе шипай. распустила краска, нема что ноги вытерти.
Не шукай. Что? Что? А чого ти мені підмігуєш? А не пытай. Спіраляку, ці може недобре сон приснився? А ведь правда, такие сон приснился, что до сих пор мурашки по спине бегут. Небо сплю я и чую. На дворе некий переполох. Корова мыкая, собака выє. Дивые так, як волк выє. Вышел я на двор, а ночь светлая, месячная. Задрал голову и ахнул. На небе молодик. Вот такие велизны, як сел. А на гэтым молодику ты сядзіш, газету читаешь. Я озірнуўся, ці бачыць хто, і крычу: злазь, дурніца! А ты рыбишься, зубы скалишь, і як заўсёды. Не слезу? А то ж яно, крычу: злазь, а то людзі ўбачаць, засмяюць. Усё сяло ў кокат ляжа, ад смеху жываты панадрываюць. Цераз тебе я і сорому не оберуся, а ты хоть бы хны. Сядзіш, ногой колышешь. Чуешь, кричу, корова мыкаю, может, с вечера не подоила. А ты мне оттуль кукиш под самый нос. І достала з неба? Да ужо уж, а буржуйка наш так вые, так лая на тебе. Я хотел на его цыкнуть, да гляжу, гэта не собака, а Митрофан Сазонович. Ты так кидается, так и рвется на тебе. А що ж я йому на хвост солі насипала? Так чамушка ты сон, собака, гэта ж друг, а ты чему на молодик залезла? Захотела і залезла. Де ти опостюкав полоску? Ты не шукай Костю. Я сгубил ее. Як же ти це згубив? Де ж ти згубив? Дети сгубил и усё. И ты готово, ты не признавайся. Як гэта не признавайся? А так, не признавайся и усё. Не твоя постелка и баста, коли знойде кто. Як же не моя, Кальяна моя? Аля вонка, нічто в лісі велика здохла. Не здарма ти так. То бывало, как сдать в магазин выштрельную бутельку, так ты готов полдня сидеть, ты сургучом шарбину змазывать, а тут постюка, и ты не признавайся, натворил нечто. Глупство, ничего я не творил. Только ты на улицу не выходи, а то люди засмеют. А я не хочу, чтобы меня смеялись, ясно? Не хочу. Так ты и миришь после этого, и животом качаешься от того. Ничего я не творил, грустно и усё. Ты не штрафинтишь его. Может, с другой бабой накрывался этой постюкой, а тебе своей маме? Что ты верзешь немоведомо что? Коли прошу, не признавайся, значит не признавайся, коли я прошу. Как вдали от греха. Добро. А ты про яких там сватов говорил? Да Соньки до нашей, дочки твоей. А кто? Мишка зоотехник, Максимов сын. Сторожа Максима? А то а кого ж? Де отранися по-людську, де куди розшаши. Який тебе костюм? Коричневий? Ці синю полосочку? К черту полосочки, давай який-небудь. Коричневий? Ось, опранись. Мама, ну что ж вы сядете? Я зараз, дочушка, зараз. А хто там прийде? Не ведаю, може нават сын зоотехніка, ці сам старейший. Ён жа любіць Мішу, сам назваўся. Ты что, дорогая моя, такий почет, а тут... Не плач, мама, гэта ж толькі для формы, а сваты гэта каб вас не пакрыўдзіць. Якое мне плацце надзець? Можа нават стафты? Ты ж лепш яго ведаеш, што тобі падабаецца. Вот пиковое становище. Значит, Максим сватом будет. Как табе учора пусто было. А хотя, может, оно и к лепшему. Усё ж таки сваты. День добрий у хату. А тут нікого нема. Ти туди приведу, щоб тих постійно. А чия ж? Я у їх таку брала. Ну, то зови сюди. Лушка! Лявон! Куди ж ви ділися?
день, господиня. День добрий, гостики, день добрий. Сідайте, будь ласка. Лушка, Максим постілку нейку знайшов. Це не твоя гэта. Ні, не моя. А мне здавалося, що твоя. Я ж тебе такую брала, коли просто свои проветривала. Ні, голубка, ти, видать, помилилася. Не моя. Что ты миришь? Ты хотел, значит, приснилось ему что-то, что устал раниться и мирно, як катужены. А может, вечно? Ні, значит, устал раниться и мирно. Может, ты внучка жила, брат? Да что ты, покуль не дошло до этого. Хіба пасля? Ну и слава Богу, что ты повернулась. А то лихо ведает, так мы могу жить. А що це ви тут сьогодні прибралися? На свято, може, ці на Хризбіни? А чего ж нам не пробраться? Что ж вы тогда на шафе будете висеть, как ела? Выходный день, ты Максим Шау причапал все хоть оставить. Ой, и старшиня нечто до нас пробует. Ми його шукаємо, а я тут уже. Може, і справу уладив без нас, а, Максим? Да я, товарищ старшиня, все шукал, чья гэта речь. Ну і що, знайшов? Нет, никто не признается. Ну і лихо з її. Завітали ми до вас по справі першої важності. Наш князь удалець Михаил Максимович. Зоотехники на ферме, а не який-нибудь князь. Почекай, Максим, не збивай з панталику. Наш князь удалець Михаил Максимович на полювання ходив, за куницю сочив, а зустрів він куницю, красу дявицю. Серце ёкнуло, загорелося молодое, запылалося, заволодать куницею захотелося. Товарищи спермы нам подсказали, что ту куницу вы в своем доме сховали, и пришли мы до вас бить шалом, ті по-доброму згодны нам ее отдать, ті за выкуп великий князю продать, ті нам придется ее силой отбирать, а, Максим? А цена все равно для ей не дамо? Для вашей куницы есть другая святыца. И у нас не тягнется. Ну, я теперь завелась на пару дня. Ой, глядите, люди добрые, засумує у вас тут куница, зачахнет, завянет. Приведите ее сюда, да и на князя своего пусть глянет. Соня, Соня, ходи-ка сюда. Ну, тебе згодны я. Ти теперь то часто ли батьков про это питають? А господар чого мовчить? Попалась рыбка на крючок. Теперь уже не верти хвостом. Добрый день. Не дурань, не дурань. Ти хвось, Сонька, пришли до нас гости великие. Да она еще учора видела. Не соромся, мы теперь родня. А Михаил нечто молчить. Просим вашей згоди. Соню ми вже розшили, так? Так, учора расшили. Ну, сядайте, коли ласка, за стол. Мама, вы что, в другого места не нашли до этой пости? А где ты ваша посылка, Соня? Ну, а чия ж? Неужела? Ты хорошенько погляди. Ну, вось же я метину зробила. Літось, коли в кладовую давала. Так это значит ты учора был? Що ж ти натворив, Лявон? Что міряєш? Максим, улічи історичну важність моменту. Молодые, занимайте почестное место, сядайте за стол. По закону им еще рано помнить. Соня, помогай мне. А тебе по закону самый раз садиться. За что? Это сейчас не факт. Як не факт? Жаних не факт, сваты не факт. Чим багатий, тим і радий. Ой, глянешь на твою Соню, и диву даешься. Кажется, еще малая бегала, нос рукавом вытирала. А зараз як похорошела. Ой, не заметишь, як и мы состаримся. О, и она туди ж, состаримся. А по вечерам так сокошика проманить чего-нибудь мужика. Засокочешь, коли своя воня має.
З'їхав, капліха на ньому їздила. А Михал, каким мужчина став дивний. Ну ти, загорелася в око. Ну, дорогі мої, шановне моє, как у молодих щастя було повне. І как п'янели вони от щастя.